Школьное питание, обеспечение безопасности подрастающего поколения и издание учебников. Министерство образования и науки презентовало проекты, реализованные в году прошедшем и получившие продолжение в 2019. Безопасная образовательная среда – физическая, психологическая и экологическая. Дети должны обучаться в чистых, теплых и безопасных школах. Однако до сих пор в некоторых образовательных учреждениях нет питьевой воды, отсутствует вентиляция и энергоэффективность, а туалеты находятся на улице. Эти факторы оказывают отрицательное воздействие на здоровье детей, утверждают специалисты. По физическому аспекту у нас, получается, отобрано 11 пилотных школ во всех регионах страны, особенно в сельских районах, приграничных районах. И в данных школах проводятся определенные мероприятия по улучшению образовательной среды. То есть, например, один из примеров, во многих школах, в пилотных школах, в регионах мы заменили освещение. То есть правильное освещение. Какое должно быть в классах освещение. По данному вопросу мы разработали определенные материалы визуальные, которые показывают, например, по освещению, сколько люксов должно быть, какое правильное освещение, какое оборудование надо использовать. Например, даже и при строительстве школ безопасные материалы. В психологической безопасности у нас предусмотрены мероприятия по ненасильственному, толерантному поведению учащихся, то есть взаимоотношения учащихся между собой, учащийся и учащийся учитель. То есть по данному аспекту у нас тоже проводится очень много мероприятий, тренингов, круглых столов. В рамках экологической безопасности наши эксперты, группа экспертов для школ разрабатывают специальные пособия также и специальные модели озеленения при школьной территории и внутри школы. И специальные экологи приезжают и, например, в эти пилотные школы и рекомендуют и непосредственно работают с компаниями, которые предоставляют свои услуги по озеленению. Организация школьной среды, она бы формировала в школьниках, которые станут в конечном счете взрослыми людьми, она бы формировала у них отношение к миру, такое отношение к миру, которое, так сказать, их ориентировало на такую деятельность, на такие меры, которые бы делали безопасным существование не только человека в этом мире, но и всех живых существ в этом мире. Качественное образование – основа развития общества. Проекты, представленные на выставке, цель которых улучшение уровня грамотности школьников, продолжат свою работу, отвечающим требованиям современной системы образования.